Меня зовут Петровский Дмитрий, я художник, участник арт-группы Докса. Мы занимаемся уличным искусством, мурализмом, ну и свободное творчество. Вот. Ну, еще немножечко увлекаюсь спортом, триатлоном, велосипед. Ну, пришел в триатлон через велосипед. Вот, участвую в соревнованиях, ну, как любитель, любительские соревнования. Профессия, ну, художник, рисую, в основном заказы у нас коммерческие, по городу, может быть, видели фасады, роспись стен. Сейчас больше занимаюсь оформлением, нравится работать с объемом, какие-то инсталляции, арт-объекты, участвую в выставках, в проектах творческих, интересных. Вот. Но в основном свободный художник. Выбираю, что делать, что не делать. Какие-то объекты такие необычные, из необычных материалов. Сейчас очень нравится работать с переработкой мусора, делать трэш-арт какой-то. То есть ресайкл моменты, это с пластика какие-то работы. Вот. Ну такое как бы текущее. Что интересно, то я делаю. На твой взгляд, какие-то значимые работы, которые, может быть, которые были и есть сейчас, например, изображения в городе? В общественном пространстве. Ну, известные работы, после которых как бы нас узнали, это «Дочь советской Киргизии». Ремейк мы делали на 12-й школе напротив «Тысячи мелочей» по Чую. Потом портрет Айтматова в Джале. Девочка с короной в 5-м микрорайоне. В основном мы первые начинали такие. С 2014 года работаем в этой сфере. И большинство работ по городу делали мы. Ну, сейчас много ребят, кто начинает делать. Ну, и делают. Вот. В интерьерах много что расписывали. Какие-то общественные интерьеры. Ну, их очень много. На твой взгляд, те, которые значимые для тебя лично? Ну, для меня лично был мурал в 9 этажей на Шапокова-Бакамбаева. «Мальчик с лейкой» мы рисовали, наверное, в 2015 году, 2014. Вот. Его уже нет, его закрасили года 2 назад или в прошлом году, я не помню. Он был значим, потому что, ну, как бы это первый такой огромный мурал, когда ты рисуешь. Начинали это дело, всегда хотелось, ну, масштабов. Больше, там 3-5 этажей, а тут 9 этажей. И я там нарисовал сына своего. Нам нужна была модель для идеи. Там мальчик поливает из лейки дерева. Нужна была просто модель мальчика. Я поставил сына на стремянку, ну и сфотографировали, и нарисовал его образ. Как бы, ну, портрет. Взяли за основу его образ. Вот. Он провисел довольно долго, для стрит-арта это, ну, очень хороший срок. Там, обычно такие работы недолго живут в городском пространстве, потому что фасады на центральных улицах — это хорошее рекламное пространство, и чаще сам домком, жители зарабатывают тем, что сдают свои фасады под рекламу, и деньги идут на нужды дома. То есть, ну, я их понимаю прекрасно, да. Вот. Его закрасили, но это, наверное, самый такой приятный был фасад мне. Ну, есть еще, конечно, самые первые. В 2009 году я сделал первый фасад. Не фасад, а стрит-арт, мурал на Ожском рынке. Он в реке был нарисован. Вот через Ожский рынок проходит река, и там бетонные стены, и там есть одно место, где с моста в реку кидали мусор, прям вот, который собирали с базара и кидали мусор. И там образовалась огромная куча мусора, ну, которая уже буквально мешала течь в воде. Я нарисовал кораблики бумажные, детские, вот эти вот, как будто они плывут вдоль реки, ну, по реке, по стене, нарисовал их. И упираются в эту кучу мусора, образуя затор, такую пробку. И, ну, я думаю, это сподвигнет людей не мусорить, убрать, там, чтобы
Ну, вот когда рисовал, там 3 дня, по-моему, я это делал. Люди не понимали, зачем, что это, что за реклама, ну, кому это надо вообще, что рекламируешь. Ну, все думали, что это реклама. Я говорю, вот социальный проект, я хочу, чтобы мусор убрали. Вот, и многие не понимали, я написал слоган «Дайте ходу пароходу», то есть, чтобы они могли проплыть дальше. Очень интересно получилось, когда это было в рамках фестиваля, это был трэш-фестиваль, то есть у меня ребята тоже знакомые, друзья, художники делали там работы. И потом администрация базара убрала эту кучу мусора, и люди видели, что, ну, типа, мой рисунок повлиял на это. Так все, молодец, там, арт влияет, да? Вот, было очень приятное такое событие, мероприятие. Ты говорил про триатлон, ты занимаешься триатлоном. Для тебя это что это вообще? Для меня спорт — это отдушина. Ну, как я отдыхаю. Как Про я, триатлон говоришь сейчас? Или... Вообще про спорт. У меня же как? Ну, триатлон я любитель. Я не всегда им занимаюсь, не профессионально. То есть плаванием вообще почти не занимаюсь. Участвую в соревнованиях, там, готовлюсь, там, за несколько месяцев поплаваю чуть и все. А так в основном велосипед у меня. Я живу в Нижнем Лаче, работаю в городе и постоянно езжу на велосипеде. Это у меня есть тренировка. Я специально не тренируюсь, там, не выезжаю в аэропорт там, каждую неделю, там, 2 раза 3 в неделю. Я просто на велике, на фиксе гоняю по делам. У меня там выходит по 20, 30, 40 километров в день, бывает 50, там, по 100 наезжаю. Нормально? Вот и есть тренировка. Все там спрашивают, как ты тренишь, что нету. Прям скатаешься с друзьями в аэропорт, в Атабиит. Вот так тренируюсь. А спорт как бы, ну, художник, он же постоянно, у меня же нет там, работаю на себя, нету четкого графика. То есть каждый день у тебя ты в работе. Дома работаешь, днем и ночью думаешь о проектах, об идеях. И чтобы как-то разгружаться, я вот выхожу на пробежки или выходишь куда-нибудь покататься на велике, куда-нибудь там съездить. Вот в это время ты отдыхаешь. Для меня спорт больше как отдых. Ну и физическое состояние. Чувствуешь себя уверенней, там, лучше чувствуешь, выглядишь. Как бы я отдыхаю. А триатлон пришел, ну, катался на велосипеде, на фиксе. Потом у нас начались соревнования где-то в 2015 году, в 2016. Начал участвовать в велосоревнованиях. Начало получаться. Потом федерация триатлона у нас открылась. Позвали туда, говорю, давай поучаствуешь. Начал участвовать. Начал бегом заниматься. Пошел в секцию триатлона. И вот за эти годы, вот с 2017 я активно каждый год практически, ну, во всех местных стартах участвовал по бегу, по триатлону. Даже по нормативам дошел до КМС по дуатлону у меня. Мастер спорта, кандидат мастер спорта сделал. Вот, и постоянно участвую. В горы хожу часто, трекинги. Альпинизмом уже очень хочу заняться. Ну, потому что от Нёрки, от Нёрки Б уже излазил в Аларче все пики. Такие, куда можно пешим ходом зайти. Учитель. Да, учитель, Бокс. вот эти бокс, все уже исходил, уже охота повыше, но там надо с обвязками, уже надо идти серьезно заниматься в школу альпинизма. Вот, в планах тоже есть. Вот. Ну а велосипед, как бы, последние годы всегда следил за Силк-роадом, наблюдал, видел все это. Тоже очень хотелось. Но я участвую в основном в шоссе-гонках, да, триатлон это же по шоссе, там. Вот. Ну я как бы на фиксе только езжу. У меня велосипед Fixed Gear, это без скоростей, без передач, без тормозов, такой максимально облегченный. Вот, я на нем всегда участвую. А маунтинбайк у меня есть Giant, старенький ATX 750 такой, на 26 колесах, да, он. И я на нем участвовал тоже. Старты, которые здесь проходят, Буруна рейс, там Кокомелен рейс, тоже занимал места призовые. Вот, ну как бы дальше не двигался. И всегда наблюдал за вот, Силк-роадом. Очень хотелось безумно, потому что люблю и горы, и походы, и велосипед, а тут все вместе.
планировал. Думаю, надо участвовать, надо. Но у меня не было и снаряжения, велосипеда, было только желание. Вот, и постоянно работы много. Что-то все эти года я как-то ну так, знал, что пройду когда-нибудь, но конкретные цели четко не ставил. И у меня вот товарищ Вадим Фатулбаянов есть, BMX Rider. Он тоже смотрел, тоже хотел. Он говорит, давай в тандеме поедем. А я что-то нет, занят там, ну, не решался. А он взял и поехал вот в 22-м году, да, он съездил, в 21-м он съездил. Взял и поехал. Я смотрю на него так, блин, молодец. Ну, он смотивировал меня очень хорошо, очень сильно. Такими очень бюджетно, можно сказать. И у него получилось. Молодец, можно сказать. Вот он для меня мой мотиватор был первый. Ну, как бы. Вот. Что-то ушел я. Не, очень интересно, да, нормально. Так это, ну, я скомканно там. Нет, не скомканно. Можно развернуто там более. Ну, нормально. Да, нормально, даже не обязательно развернуть. Да, вы нарежете как удобно потом. Ну, расскажи тогда про свое участие в гонке. Ну, наверное, интересные моменты были перед гонкой, как я, ну, планировал я давно, как бы, участвовать и хотел очень хорошо подготовиться, время было еще с прошлой гонки, когда я следил за Вадимом, следил, как он ехал, я знал только его, ну, то, что он участвует, других не знал, Влада не знал, Рустема не знал, ну, не знаком был, но за ними тоже следил, кто там из Кыргызстана, кто где едет. Видел, что Влад хорошо едет. Вот. Приехал на финиш встречать Вадима. Встретил его на Жибек-Жылу Панфилова, был финиш. Видел, в каком он состоянии. Ужас, я смотрю, так похудел, ну, как бы и весь такой, как бомж, короче, выглядит. Ну, я знал, что это, ну, как бы оно так и есть, там, когда в таких условиях, это нормально. Ну, я этого не стремаюсь, как бы не боюсь тоже. Вот, и после этого начал, ну, думать, что мне нужен новый велосипед, снаряжение, все, где это брать. Ну, с Вадимом советоваться, то, что мне надо где-то заказать. Он посоветовал Влада Подофедова к нему обратиться, потому что он недавно заказал себе велосипед карбоновый, хороший. Я думаю, ну, такой же закажу. Вот, познакомился с Владом, это было весной, уже где-то там в апреле, я ему написал, думаю, ну, гонка уже скоро, уже все надо, как бы. А я все это время продолжаю на фиксе ездить, там, участвовать. Как бы физическая форма у меня всегда есть. Ну, вот, теперь надо технически все это добрать. Познакомился с Владом, он мне очень помог. Спасибо, я без него бы вряд ли, наверное, подготовился так хорошо. Все советами, там, конкретно развернуто по любому поводу. Он мне все прям четко так, грамотно рассказывал. Вот. Ну, он мне помог с оборудованием совсем. Мы заказали, и в мае в конце я уже начал ездить на МТБ, на своем Giant выезжать. Так, ну, ближайший, я живу внизу и ездил вокруг водохранилища Аларчинского, на холмы. Вот. И как-то вечером возвращался домой после тренировки, уже стемнело, ехал через поле с фонариком. Ну, не быстро ехал, вроде аккуратно. И из кустов выбежали собаки. Ну, видимо, я их испугал или что, но они не прям на меня бросились, а поперек мне, и в колесо попала собака одна. Я не успел ни среагировать, ни сгруппироваться, в общем, упал через колесо, вперед кувыркнулся, ну, нормально так. И, ну, там искры в глазах, короче, такой сижу и понимаю, что ну, серьезно упал. Стою, рука не поднимается, чувствую боль здесь. И сразу такое сожаление, такое, блин, ну я ломал ключицу уже, опыт есть, я чувствую, что сломана ключица. И сразу вот первое, что я подумал, блин, у меня же гонка, как я поеду, блин, такое разочарование. Поднял байк, сел, доехал до дома, себя прям просто вот, ну как я мог, ну просто на таком ровном месте и так пострадать, ключица сломана, все отменяется, все, гонка не будет уже. Очень расстроился. До дома доехал, переоделся, сел на машину, взял деньги, паспорт, поехал в 4-ю горбольницу. Ну, я уже проходил все это, знаю, там рентген, операция. Мне первый раз вставляли спицу,
Я сколько, 5 лет назад, по-моему, ломал ключицу. А сейчас сказали, уже надо ставить пластину, там серьезней операция. Ну и восстановление будет дольше. Та же ключица на том же месте сломалась. Вот. И я ужасно расстроен был. Причем на гонку я не регистрировался еще. Вот. Ну, начал восстанавливаться первые там недели, ну, больница там, повязка, все такое, уже спорт все забыть, все старты забыть уже на этот год. Я еще в триатлоне участвовал параллельно. Все отменилось, работа отменилась, ну, все больничный у меня. И примерно вот в конце мая операция была, июнь я начал восстанавливаться, уже к концу июня уже начал нормально себя чувствовать, рука не болела так, я даже начал выезжать на велике, ну не на фиксе, на нем сложно, ко мне как раз пришел байк, который я заказал на Silk Road, он стоит такой, я все на него смотрю, поломанный весь, смотрю на этот новый байк, такое состояние было, аж плакать хотелось, блин. Ну, естественно, на нем охота кататься, и гонка отменяется. И я через месяц уже начал выезжать на нем, ну, аккуратно, с одной рукой, там так, щадящий по райончику, так проедусь. И очень быстро восстановился, можно сказать. Так, чтобы руль держать уже. Ну, вибрация была, отдавала, но я все равно ездил. И начали посещать такие мысли, что, может быть, я все-таки смогу, потому что еще было 1,5 месяца до гонки. Если я за месяц так восстановился, думаю, за 1,5 я еще сильнее восстановлюсь. Может, я смогу как бы поучаствовать, просто проеду. У меня как бы не было целей на первую гонку, там, заходить в места, пьедестал, все такое, рвать. Мне было интересно, просто доеду ли я до финиша, потому что я знал, как это тяжело, насколько это тяжело, тем более... Я не тренил целый месяц. Я думал, может, просто проеду. И получилось так, что я на этом байке выехал в город на каньоне. Ну, просто что-то по делам я поехал. Еду по Советской вверх. И на Медерово-Советское я встречаю Нельсона с Региной, супругой. И я просто их встретил и такой... Ну, я знаком с Региной. Разговорились, я такой, вот, я, короче, планировал участвовать, но попал в аварию, мне там рассказал все. И такой, думаю, ну, раз это случилось, что это как знак, ну, такой, я собирался уже участвовать и встретил Нельсона случайно совсем. Я такой решил прям там, все, я буду участвовать в гонке, ну, давайте я зарегистрируюсь. Нельсон такой, ну, я тоже сломал ключицу, ну, он ломал эту же ключицу, тоже поговорили, он говорит, и у него байк тоже, как у меня, оказывается. Так, нормально познакомились с ним. Вот, и я прям там зарегился, говорю, все, записывайте меня, достал деньги, отдал им, говорю, все, ну, чтобы заднюю не дать, уже все, точно. Потом еду такой, думаю, блин, ну, такая ответственность, все, считай, зарегистрировался, надо готовиться, у меня 1,5 месяца. Ну и начал потихоньку выезжать с Вадимом. Выезжали мы вот на холмы, вот здесь вот ближайшие там 20-30 километров там до таможни, такой маленькие круги делать. Рука вроде не болела, нормально уже так, ну, чувствовал себя хорошо, уверенно, начал готовиться морально, изучать все по байкпакингу, потому что у меня опыта вообще не было в байкпакинге. Я никогда не ездил с сумками, не знаю, что это такое, крутить в горы, там, все, что я ездил, это, ну, в основном плоскочи, там, да, в триатлоне. Дистанции ездил длинные, бреветы, там, на 200 километров только я ездил, а так, чтобы долго, целый день крутить, такого опыта не было, я вот именно боялся физически, что я не смогу, вот. Ну, и еще работа у меня вот такая, ну, бывает много работы, я даже не успел тренироваться. Заказали все по байкпакингу мне, вот Влад очень помог с этим, со снаряжением. И почти не тренил, я за все это время до Silk Road я выехал только 1 раз в горы с Владом. На целый день мы в Аксу съездили, 215 километров я проехал.
К концу дня у меня болело все, болели ноги, ужасно, колено стало болеть, когда уже в Бишкек приехал, задница болела, блин, тоже натер, ну, я такой думаю, блин, куда я вписался, это один день я так ушатался, а там ехать 2 недели, я такой думаю, ну все, ну, все равно начал как бы морально себя готовить больше, ну, как бы слышал, что надо морально себя подготовить. Физически я более-менее был уверен за себя, что если я не буду рвать, топить там нормальным, спокойным темпом, режиме, я проеду. Как бы видел, что гонщики, ну, какие там, вот Вадим проехал, мы с ним, в принципе, где-то, ну, в одной такой силовой категории, и по телосложению он худой, я такой же, думаю, ну, я смогу, наверное, все-таки. Цель была просто доехать, просто финишировать. Вот, тем более, ну, опыт есть, ходить в горы, ночевать там, вот это, то есть. Вот, и начал готовиться, так собираться. После дождя еще. Просто немного начал выехать. Да, наловил, да. Сам ловил? Да, я рыбак еще. И вот куда-нибудь выехать на горную речку с удочкой, вообще там ночевать, рыбу половить, пожарить. Только места знать. Ну давай, вкратце расскажи там замечательные моменты. Моменты, ну, морально было, как бы, ну, сначала физически было тяжело, потому что я до гонки примерно 2-3 недели вообще почти не катался, было много работы, надо было доделать и поехать спокойно. Поэтому я физически не готов был. Вот старт произошел, первый день стартанули, весь день едешь, хорошая погода, ну, много толпа сначала, да, едет, общаешься с кем-то, знакомишься, вот с Рустеном Ильясовым познакомился, с ним какое-то время ехали, общались. Приехал на первый чекпоинт ну, целый день я ехал, считай, 12:30 ночи я приехал, отметился, покушал, лег спать, и в 6 утра встал, поехал дальше. Тяжелый первый тягун, подъем был на перевал, Чонашу, по-моему, да, это который на Инельчек идет. Вот с него спускаешься, и вот такой красивый, когда к Иссык-Кулю уже подъезжаешь через ущелье, просто супер. Ну, я останавливался, фотал, прям места такой, ну, вообще как бы не быстро ехал, да, такой цели не было. Приезжаю, когда уже появилась связь, спускаюсь к Иссык-Кулю, уже смотрю, я 72-й. Такой, ну, я как бы не ожидал, что, ну, я вообще не ставил себе план, ну, 72-й, ну, я же могу быстрее, что я так, ну, поехал быстрее уже. Второй день, третий день уже выехали из Сару на перевал Джуку. Вот, опять хорошая погода, все классно, целый день ехал. И уже к вечеру подъезжали к Джуку. Очень красивые места, это просто, вот я такого никогда не видел. Такие прям бирюзовые озера, вот эти вот в ущелье. Моренные озера такие. Суровое место уже такое, видно, что туда, ну, просто туристы не ходят, уже видно, такое высота 3500 где-то, и уже идет подъем очень сложный, сильный, каменистый, тяжело идти, к вечеру уже устаешь, а был третий день, это получается первый день едешь, на второй день у тебя все болит, уже второй день все болело, и третий, ну, вообще уже прям организм начинает сдавать серьезно, к вечеру третьего дня, и тем более подъем самый сложный такой, ну, за все эти 3 дня, когда надо было прям реально, ну, хайк и байк, там, толкаешь велосипед, на тормозах зажимаешь, подтягиваешься к нему. И уже на плато Арабель мы когда поднимались, уже солнце садится, темнеет, там высота уже почти 3800, уже холодно, сил вообще нету. Вот я залез, вылез, и все, и сумерки, покушал там, идешь с фонариком. Очень красивое место, просто меня вот так вдохновляли эти красоты, эти места, когда никого нету, видно вот эти вот озера Арабелевские, плато, и тут же облака, как туман, бегут. Один фонарик, там кто-то вылез, вот видно далеко фонарик один,
И все, я иду, ну, как бы там дороги нету, тропы нету уже. Видно трек и вот поле. И ты по этим кочкам там болотистым идешь уже вымотанный. Думаю, ну, на 3800 ложиться, и там, ну, холодно же ночью, уже минус может быть. Думаю, нет, еще еду, еще нормально. Доехал до трассы Кумторовской, какая-то там. По треку еду, по ней час едешь, два едешь, уже, ну, к 12 ночи уже надо ложиться спать, замерз ужасно, надел все, что у тебя было, надеваешь, едешь, ориентиров нету, вот просто прямая трасса, хоть она гладкая, хорошая, там, без подъемов таких мелких, но все равно, и чувствую, засыпаешь уже, все, надо ложиться. Думаю, сейчас где-нибудь на обочине съеду, лягу, а по треку смотрю, осталось там километров 10 ехать. Доезжаю до съезда, вижу кошару какую-то, думаю, ну, может там хотя бы погреться, чай попить, потому что все, уже ноги там отваливаются, руки, пальцы, хоть в перчатках, но все равно замерзаешь. И пацан вышел какой-то, этот, пойдем, ну, кричит, видит велосипедиста. Ну, я понимаю, что передо мной уже там человек 70 проехал, я 72-й был, ну, они в курсе, что этот едут. Заводит меня чай попить. А когда я заходил, ко мне еще догнал товарищ Андрей Терескин, россиянин. Он тоже вот такой озябший, просто, ну, я вижу, что я такой же, наверное. И он нам, этот мальчик, говорит, пойдем чай попьем. Завели нас, она такая, как бы, стройная кошара, там, как будка. Стол, семья сидит, в карты играют. Чай, лепешки, там, ну, каймак, там, какой-то там, варенье. Лежит этот француз, я с ним познакомился днем, спит просто в усмерть, потому что, ну, они вроде смеются, играют, но он спит. И мы, уставшие, зашли, чай попили, смотрим, ну, то, что лечь не вариант, наверное, спросили у хозяина, говорим, лечь не вариант, нам на улице надо. Мы, наверное, хотел у дороги лечь, говорю, не опасно. А когда заезжали к ним, ну, я видел, фонариком так светишь, у меня налобный, у него кошара, и овца с перегрызенным этим, ну, как бы она зарезанная, но видно подранная чуть. Говорит, вот волки задрали недавно. Только вот свежие еще. Такие, нифига себе, оказывается, как может быть. Ну. И он говорит, есть здесь недалеко вагончик, 5 километров дальше проедьте, там живет тоже кошара. Коля живет, он вас возьмет, он один живет. Мы спустились к нему, уже там после 12 ночи, уже иней, ну, минус пошел на улице. Постучались, он говорит, да, заходите, конечно. Классно, легли там на полу, там, солдатиками. Ну, это было лучшее вообще, что может быть. Я думал, ну, просто вот так вот лечь где-то. Ну, я бы, конечно, уснул, да, там, ну, опасно, и волки там, и холод такой. Но он просто так, да, конечно, заходите, без проблем нас уложил, все, спите утром, проснете, чай попьем. Вот, утром проснулись, чай попили, он нам рассказал. Ну, я говорю, что, волки есть, да? Он говорит, есть, ходят, там, выходишь, смотрят на тебя. Я говорю, а собаки что? А собаки дрожат, забиваются под вагончик, говорит, они не выходят. Ну, они только лают, сказать, что волк есть. Вот. А он видит, что если без ружья выходишь, он видит, что у тебя ничего нет, стоит, смотрит, когда ты уйдешь, короче. Ну, весело, короче. Вот. Что дальше, да? Вот это, наверное, был самый сложный момент у меня, потому что это был 3-й день, очень измотан организм, и я боялся за ключицу начнет болеть. И когда вот на джику поднимались, я уже велосипед и так нес. Болели мышцы, архил у меня болел, сухожилие, колено правое болело. Но как бы у меня вообще не было такого, что настолько тяжело, чтобы сойти там или... Я готовился еще хуже, ну, думал, еще будет тяжелее. То есть я был готов, и я понимал, что это пройдет, эти моменты, это время пройдет тяжело. И вот как раз, когда на утро мы встали, чай попили, спустились с перевала, вот Арабель, в долину, которая идет до... Вот я хотел узнать, как она называется.
Это очень красивое место, очень длинное, там километров больше 100 до Нарына, которая долина идет. Бурхан, потом долина Балкарт. Да? Когда Ну, с Арабеля спускаешься, это Бурхан, потом Буркан. Ага. А потом ты уже по ущелью, вот это Кичи и Нарын, по ущелью Да, едешь на урочище Экинарын, там село Экинарын, да. Вот. и потом идешь на Нарын. Я заметил, многие иностранцы, они все называют Арабель плато. Да, Эти все долины Плато смотришь, Арабель, да. Я так и слышал. Балкарт, это все это Арабель. Даже в некоторых снимках вот спускаются 140 там, тоже Арабель называют. А вообще же Алабель же называется, нет? Алабель перевал, это второй перевал, когда из Бишкека едешь, Ага. Туашу, Вош, когда едешь, Ага. Туашу, потом Алабель. А, это перевал Алабель. Ну вот, когда спустились, уже тепло, уже раздеваешься. И вот там такие моменты просто постили, когда ты проходишь через вот эту сложность, вот вчера ночью, вечером, ночь вот эта холодная была. И тут опять все так красиво, ты едешь по равнине, нету камней, тепло, тебе ты поел сытый, и такое прям счастье вот у тебя реально, ты думаешь, ну такие моменты, вот оно стоит того. Вообще не жалел ни разу, и не было ни разу что-то там тяжело, ну, в смысле, настолько, чтобы сойти, там, какое-то отчаяние, прям вот до такого. Нет, понимаешь, что оно, как бы, если тяжело, то спуск все равно будет. Ты перевалишь, погода разъяснится, выйдет солнце, все равно тебе скоро будет тяжело, надо просто потерпеть. Вот. И по этой долине ехал целый день, едешь до Нарына, встречный ветер тебе просто вот целый день, но фигня вообще. Губы намазал гигиеничкой, там укутался, и все, и едешь. Красивые места просто нереальные. Я там столько раз останавливался, фотоешь, снимаешь. Ну, вообще не то, когда смотришь на фотографии, конечно, не то. Это все запоминаешь у себя. Вот. Ты говоришь, вот поел, там поел, здесь поел. Ты как питался вообще? Что ты кушал, где ты ел? Питался, я примерно посмотрел, знал, на каких промежутках будут магазины и сколько мне до них ехать. Вот до следующего магазина, там до Нарына ничего не было. Затариваешь там примерно ехать целый день. Вот на целый день. У меня были орехи, это постоянно орехи, конфеты там такое, что подъедаешь по дороге. Кола, вода. Из еды я брал консервы, у меня были шпроты, килька. И одну консерву берешь. Вот, например, я брал тушенку и лепешки у меня были. Я знал, что это серьезный такой привал, когда ты делаешь, останавливаешься. И консерва большая тушенки. За один раз ее, если съешь, тяжело будет потом ехать. Это на вечер, на ужин. Тебе хватало поужинать полконсервы, ты оставляешь, ложишься спать, утром встаешь, вторую доедаешь. И все, едешь, вторую половину. Причем жир, он же, растопить негде, подогреть негде, кухню я не брал с собой. Тоже ешь, но там он вкусный, потому что ты целый день выматываешься, ты понимаешь, что это энергия, сила, это надо. Съешь с лепешкой вообще просто шикарно. Вот. А так, по дороге ел, колбасу брал, тоже нарежешь себе, там, или охотничью с лепешкой, чтобы удобно, там, не останавливаться нормально, когда равнина есть, все это. До магазинов. Главное рассчитать вот этот тот момент, чтобы не брать больше, потому что моменты отчаяния, когда ты везешь с собой литр колы целый день, а потом видишь магазин, где эта кола продается, нафиг ты ее вез, вот это вот. Главное рассчитать, не больше, много еды не брать. У тебя были моменты, когда тебе воды не хватало? Был такой момент тяжелый. Я знал о нем, когда к Баетову подъезжаешь, спускаешься с Мелс-Ашу, вот этот красивый перевал Мелс меня тоже очень поразил, вот эта равнина, очень крутой, прям, такие виды. Спустился в Баетово, набрал еды, потому что, воды запасся. У меня всегда было 2 бутылки, примерно 2 литра воды. И до Казармана доехал по вот этой вот дороге, которая центральная. Едешь целый день, был момент, когда не хватало воды, уже все выпил.
Остался только энергетик у меня в сумке где-то там, Red Bull. Я его оставил, ну, на крайний случай, там, на перевале где-нибудь ночью, чтобы не заснуть, если что, надо будет спуститься, чтобы не заснуть, там, энергетикой бахну. А он кислый, ну, невкусный, я редко пью. Думаю, не буду пить. И вот я целый день ехал, вот этот Казарман, это такая жара, она так изматывает. Вспомнил как раз Таджику, то, что там, типа, было легче, на самом деле. Холод, он, ну, не так изматывает, а тут жара. Еще и такой тягун, подъем, воды негде набрать, рек нету. Вот тогда я думал, блин, реально, видишь тенек какой-то, просто туда подъезжаешь, ложишься на траву, там 2 минуты, и ты в сон уходишь, нет, надо вставать, ехать дальше. Вот. Тяжело было. И вот как раз в тот вечер там перемахнул перевал, уже начал спускаться, начало темнеть, и такой длинный спуск до ближайшего села, посмотрел, там думал, там заночую, останусь. И он такой длинный, то что я не успею, ну, спуститься где-то до 10-11 вечера, уже думаю, сейчас все лягут, и магазинов не будет. А у меня запасов нет почти, мне надо было где-то зарядить, пауэрбанк уже подходило. И спустился уже около 11-12 ночи. Это село Кокджар, я вот запомнил. Село Кокджар, подъезжаю, вижу магазин. Это вот перед подъемом на Санкуль, да? Да, перед подъемом на Санкуль. Как раз вот спустился к селам, магазины закрыты, смотрю в магазине, может это, ну, часто же дома бывает магазин, постучишься. Мне надо было отдать пауэрбанк, я прям приготовил пауэрбанк, зарядкой с розеткой, хотел оставить им на ночь, потом уехать где-нибудь, лечь спать в огороде или в поле там где-нибудь, переночевать, потому что мне на самом деле было интереснее спать в спальнике своем, в биваке. Ну, у меня хороший спальник такой, пуховый, не тяжелый, там где-то комфорт +5 нормальный. И мне интереснее спать так, нежели в юртах или где-то в вагончиках. Ну, это как вот в детстве в шалашах, знаете, вот это вот. Или в походах. Это же кайф, когда в палатке спать там, а не дома где-то. Я вот хотел так больше. Я смотрю в этот магазинчик, никого нету, и из-за угла выходит парень, мальчик, говорит, в байке уже все закрыто, не работаем. И я говорю, блин, извини, мне можешь поставить дома, есть же электричество, просто поставь. Я вот сейчас лягу, в 5 утра приеду, заберу, потому что у меня, ну, садится все. Просто зарядить. Он говорит, да, без проблем, давай. Все, поставил. О, супер. Ну, я переживал, что не будет, у меня уже все садится. Оставил ему. Потом говорит, я в 5 утра приеду, постучу нормально, найду тебя. Он говорит, а куда вы поедете? Я говорю, ну, сейчас выйду где-нибудь, лягу там. Он говорит, оставайтесь у меня, что вы, куда поедете? У меня ляжьте там, в прихожке. Я говорю, да, ты и так помог, не надо. Он говорит, нет, пойдем, просто ляжь у меня, и все. Я, ну хорошо, заехал к нему. Вот, я говорю, только я сейчас поужинаю, потому что спускался уже, есть хотел, думаю, поужинаю и спать лягу. Он говорит, ну пойдем на веранду, короче, завел, чай попьем. Я консерву достал свою, открываю, там а он чай, шорпо налил мне, короче, говорит, на, горячий поешь. Я такой, блин, ну это слишком, говорит, так не надо, ты что, конфет достал ему. А я говорю, а где все? Он говорит, ну отец спит, мы вдвоем живем. А он парень, Нурсултан, 22 года ему, он, короче, Я говорю, нормально тебе, если утром рано в 5 утра встану? Он говорит, да, я на стройку встаю, нормально, не разбудишь. Вот, покушали с ним, пообщались, он говорит, да, вот все нормально, там, в байке. Пришел, он мне постелил тушоков, одеяло, простынь, прям. Я говорю, да, у меня спальник все свое. Он говорит, нет, вот ложись. Я, блин, это слишком, говорю, так поел шорпо горячее, чай попил, еще и такая постель. Я говорю, я не встану в 5 утра. Все равно будильник поставил. Утром встали, он опять чай там, попили с ним. Я говорю, блин, спасибо, ты мне так помог. Я даже не ожидал, мне просто хватало бы зарядить, и все, и я поехал. Он говорит, нет, нормально. Ну, я взял у него телефон, говорю, в Бишкеке, если будешь, позвони обязательно, встретимся хоть, или что-то надо будет, ты дай знать. Имей в виду, что я помогу тебе. Говорит, все, давай, там, я ему 400 сомов оставил, достал, говорит, на, вот все. Говорит, ну, спасибо. Вот номер записал он мой тоже, говорю, если что, пиши. Потом списывались с ним, он там узнавал. И я поехал вообще в таком настроении с утра, кайф. На самом деле, по всему этому пути столько людей помогало, просто даже вот, я как бы молоко люблю пить, у нас всегда козы,
И я всю жизнь на козьем молоке. Дома? Да. И я когда ехал там через села проезжал или через юрты, я заезжал, молоко, короче, брал у них. Ну, просил, продайте мне молоко, купите. Мне все наливали, я говорю, сколько вам должно? Нисколько не надо, езжать так. Я говорю, как, ну? Говорит, не надо тебе еще ехать. И мне всегда почти давали бесплатно. Мне ужасно неудобно, но я говорю, вот деньги надо. Не надо, ничего не брали. Такие вот люди, ну, все же знают, там, такие более бескорыстные люди, простые. Тем более, когда видят какого-то путника, всегда готовы тебя приютить, дать кровь, жилье, ничего не требуя взамен. Вот это вот так приятно, тепло от этого. Ты сказал, у тебя спальник и бивачный. Бивак, Да, ты сказал. биви у меня, каремат Мешок, да? надувной, да, мешок и спальник. Биви мешок, он вот с дугой над головой? С дугой, да, с дугой. У меня есть палатка, но она двухместная, большая, не вариант. Я Владу, что, маленькую палатку? Да, возьми биви там, нормальные. Ну окей, как скажешь, короче, и заказал бивакси. На самом деле классная штука, не жалею, супер спасала. Ну, потеет, да, там конденсат, но сколько, я за всю гонку 4 раза только спал в биваке, в спальнике. Не замерз ни разу. Ну, раздевался до термухи, без носков спал. Кайф вообще, супер. А остальные ночи, да, так получалось, что в юртах, в помещениях или где-то в заброшках, ну там в сарайчике, где позовут. Тоже один момент был очень прикольный. Перед, где он был? Перед Мелс Ашу, перед подъемом на Мелс, уже поздно было. Ну, я примерно ехал до 12 ночи, где-то такой, и в 5 утра у меня будильник был. Уже еду, надо ложиться спать, ищу место, хотя бы какую-нибудь лужайку там, или это поровнее. А там реки, разливы, и вижу фары, 2 фары мигают мне. Ну, у меня фара, и они мне мигают. Подъезжаю, смотрю, Нива стоит, переднее колесо спущенное. Дяденька говорит, ну вот спустил колесо. Я говорю, запаска есть? Он говорит, запаска есть, донкрата нету. Я говорю, что делать, как помочь? Он говорит, тут есть, ну, километра 2, есть дом Кошара. Ты мне дай велосипед, я съезжу, ты посиди в машине, вот я ничего не украду. Я говорю, байке, да вы не сможете на нем, он же это, на контактах и тяжелый. Давайте я съезжу лучше туда, возьму донкрат, ну, этот, приеду и помогу вам. Он какой, блин, нет, он тебе не даст домкрат, давай вместе пойдем туда, пешком пошли. Он говорит, где ночевать будешь? Я говорю, да я вот только собирался ложиться уже и вас встретим. Он говорит, я договорюсь, ты там переночуешь у него, только помоги мне перебортовать. Ну, идем с ним, короче, разболтались. Я говорю, а что вы тут, как он? Да, я это травник, собираю травы, короче, продаю, типа лекарь такой. Вот, мы дошли туда, до Кошары, он там дал донкрат, я оставил велик, обратно пришли, перебортовали, доехали с ним в эту Кошару. Вот, и он там, он уехал, а я лег спать там, он договорился, короче, пусть он ляжет. Вот, переночевал у них там в прихожке, чай попил, чай пай, утром молока мне дали опять, вот, и я поехал дальше. Ты в итоге каким финишировал? 51-й приехал. Ну, я уже потом, так удивительно получилось, я как бы никогда не был в таких нагрузках. У меня максимум там, ну, на целый день были марафоны там по триатлону. А когда ты день, два, три, я боялся, что я еще не набрал вес, был худой и не тренил. Я думаю, блин, последние дни будет самое тяжело. А организм, наоборот, самое сильно болел первую неделю. У меня колено переболело, ну вот рука чуть-чуть, архил. А потом через неделю как будто бы усталость вошла в норму, организм привык. И я уже, ну, нормально себя чувствую. Вообще ничего не болело. Единственное, я уставал из-за того, что сна мало было. Ну, часов по 5 я спал, но все равно как-то. И уже последние дни я вообще нормально себя чувствую. Абсолютно. Я еду просто, ничего не болит, силы есть. Ну, то есть организм привык. Я удивился вообще этому, нифига. И когда финишировал уже, ну, как бы был готов дальше ехать. Такое вот было состояние, что все уже нормально. Это по дням сколько?
10? 12 дней у меня ушло. 12 дней. Вот. И, ну, я уже как бы ехал быстрее, после того, как я спустился на третий день в Каракол, посмотрел, что я 72-й, я думаю, блин, надо что-то быстрее, а то как-то вообще этот... И вот я 20 человек нагнал где-то за это время, и понимаю, что, ну, можно и быстрее. Ну вот смотри, что теперь? Байкпекинг ультрагонка. За плечами ни одного путешествия просто так, да? Байкпекинг путешествие. Вообще у меня первый дебют был. Я байкпакинг собрал перед гонкой. Я смотрю, блин, опыта ноль. Вот. Такой первоклассный велик. Что дальше? Планы есть. Какие планы? Ездить, ну, во-первых, Кыргызстан. Я вот на Влада смотрю, он везде был. Ну, в плане у нас очень большой опыт, классно. Объездить у нас все. Ну, опять же, когда есть время, я прям за байкпакинг, я влюбился, у меня прям, ну, я очень хочу. И участвовать в гонках, также Silk Road я на следующий год планирую, ну, уже более побыстрее ехать на места, может быть. Вот, ну и ездить у нас по возможности везде. Ну и, может быть, где-то за рубежом участвовать, если позволит время и финансы гонки. Меня очень зацепило. У меня никогда не было таких впечатлений. Просто вот, ну, я как бы люблю ходить в походы. Просто рюкзак, там, трекинг и велосипед. А тут все вместе. И такие места красивые. Блин, очень зацепило. Очень Почему? круто. Я понимаю, сколько у нас еще таких мест. И сколько вот у нас прям под носом все это есть. И мы этим не пользуемся. Блин, это офигенная, очень крутая возможность. Если ты ходишь пешком, даже думаешь о скалолазании, и вот теперь велосипед. Ну вот если сравнить, я не знаю, насколько это сравнимо, не сравнимо, вообще стоит сравнивать или нет. Потому что можно выехать на машине, или можно выехать с какой-то группой и лазить. И Я вот думал зачем тоже об этом. велосипед? Я тоже думал об альпинизме. Ну вот мне нравится альпинизм, есть цели, да, вот покорять пики, мне очень нравится ходить. Но столько впечатлений не получаешь. Потому что у тебя как бы, ну если это пеший трекинг, у тебя ограниченный маршрут, ты доходишь там, ну 10, 20, 40 километров в день ты пройдешь. На велосипеде больше впечатлений ты увидишь за день, больше мест. И все-таки легче, по-моему. Ну, для меня, как ты катаешься, ты едешь, это так, как из детства, выехать, покататься на велике, там, по горкам, это вообще кайф, супер. Больше возможностей, дальше уехать можно, больше дорог. Ну, я просто вот смотрю, наблюдаю за собой за последнее время, как я хотел раньше, но я не решался, не давал себе возможности подготовиться, ну просто вот взять и поехать. На самом деле не нужно бояться, наверное, то, что это очень сложно или нужно много финансов для этого, велосипед крутой, байкпакинг. На самом деле я понимаю, что я слишком заморочился, слишком долго терпел, тянул, можно было и раньше, потому что проезжают люди вообще, были такие товарищи, вот даже на Силкроде, которые приезжали в Бишкек, арендовали велосипед, один иностранец на арендованном проехал. Или я видел велосипеды, как Урал, старый, вот, они тоже проезжают, но эмоции так же, как и у меня, понимаете. Мне очень жалко, что я 4 года вот перед этим не участвовал до этого, что столько времени вообще, ну, вообще не путешествовал по Кыргызстану, можно сказать. Так только ближайшие там, ну, ближайшие ущелья и все. Вот. Не надо бояться, не надо тянуться за, ну, отговаривать себя, что это дорого, что на это нет времени. На самом деле можно день, два, три выделить и поехать. Вообще не знаю куда, просто по карте. И столько впечатлений будет, море. Даже люди, которые встречаются, они уже настолько интересные персонажи.